великолепно, просто фантастически. Мы в восторге. Женщины знают эту нашу слабость, всячески ее подчеркивают. Мы привыкли, вот есть такая замечательная линия Либерти, особенно она в модерне пошла, но она известна еще с эпохи Возрождения, художники ее трактовали. S-образность. Вот для того, чтобы эта линия Либерти была, да, необходим объем. Мышца, икроножная мышца. И чтобы ее подчеркнуть, женщины надевают черные чулки, которые подчеркивают объем. Они становятся на каблуки, напрягают икроножную мышцу. Все, чтобы выглядеть великолепно. И вот эти мышцы формируют как бы особенности рельефа ноги человека. Чтобы их развить, ну вот с возможные приспособления, вот вытяните одну из ног, да, и попробуйте потянуть на себя носок. Да? Это вы как бы сжимаете мышцы, которые поднимают носок. А теперь вытяните носок. Напрягаются икроножные мышцы. А теперь охватите голень и попробуйте туда-сюда. Одинаково легко, что потянуть носок в себе, что обратно. Но почему тогда здесь у нас такие большие мышцы икроножные, а спереди мышца очень маленькая, хотя усилия, которые мы прикладываем, нам кажется одинаковые? Да все потому, что это когда мы тянем носок, мы поднимаем всего лишь тут там 300 грамм этой своей стопы. А когда мы стоим, то, пардон, мы поднимаем весь свой вес. Поэтому икроножная мышца рассчитана не на движение стопы, а на подъем всего веса. Это главная функция. Вот она здесь. Вот белым это показаны сухожилия, вот через пятку. Это такой мощный рычаг, который приводит в действие и поднимает нас. А теперь посмотрим на лошадь. Огромное животное. Оно весит 500 до 1,5 тонн тяжеловеса весит. А на ноги, обратите внимание, они тонкие. Где там мышцы? Что двигает лошадью? Почему? Как она двигает?